Всем привет, дорогие друзья! Сегодня мы на кухне, и я готовлю рулет из лаваша. Буду готовить рулет из лаваша. Сметанно-яичной заливки. Значит, у меня на столе я взяла творог. У меня уже в миске положила. Я взяла здесь 400 грамм творога. Так, значит, 4 яйца. Сметану взяла и сахарный песок. Значит, здесь для заливки получается и для начинки. Ну, сначала разминаем творог. Ну, я вилочкой разминаю. Все хорошенько размешиваем. Так, эта начинка у нас готовая. Ну, давайте я повторю. Сюда ушло 400 грамм творога, щепотка ванилина, щепотка соли, дальше 80 грамм сахарного песка еще. Начинка готова. Ну и если начинка готова, то сейчас Маша завернет эти рулетики, вот такие, лаваш такой у нас. Ну, в холодильнике был, правда, не очень качественный, что-то он с дырками даже. Ну, не выбрасывать же этот лаваш. Сейчас завернем эти рулетики. Начинка, творог, значит. И еще, смотрите, смородина. Смородина тут примерно 200 грамм смородины. Из этого теста, что из этой начинки надо половину на один рулет и половину на второй. Ну, к концу у нас там еще немножко есть рулет. Концы лаваша остались там. Форму просто не влазит. По размерам форму там отрезали. Ну, там не полностью, конечно, сантиметр оставляю. По краям, чтобы не вытекало это все. А теперь сюда добавляю смородину. У нас смородина тоже со своего участка, она культурная смородина такая, черная смородина. Ой, черная смородина, она ароматная, мы много используем ее и при квашении капусты, листья именно, листья и ветки. Чай из черной смородины очень замечательный, вкусный получается. Ну, так примерно. Немножко нажимаю руками. И закручиваем в рулет. Ну вот, выкладываем форму. Ну, у нас такая форма, стеклянная форма, где-то сантиметров 28, что ли. И второй также. Не пропадать же лавашу просто так. Есть начинка, есть творог, есть ягоды. Почему бы не сделать такой прекрасный рулет? И уверяю, он у вас будет тоже очень вкусным, если вы сделаете такой рулет из лаваша. В последнее время мы часто используем лаваш. Потому что, ну, это быстро и вкусно. Лето все равно, пускай вот это лето, но все равно хочется там все равно из выпечек всегда на столе, чтобы какая-то выпечка была. А долго там дрожжевое тесто или еще что-то там готовить и летом не очень-то тоже хочется.
ягодки смородины, они кисленькие такие, творог с сахаром сладкий, и получается такой кисло-сладкий вкус. Очень даже вкусно. Ну, лаваш у нас закончился, но форма еще как бы большая. Третий бы такой рулетик. Но у нас есть это самое. Нет, вот так завернем попереку. И два как раз будет тоже. Вот эти концы тоже будем использовать. Ну, это уже заполняем как бы пространство. Ну, друзья, у нас лаваши, рулеты из лаваша в форме. Вон стеклянная форма такая у нас. И Маша делает заливку. Тут 3 яйца. Тут 3 яйца, потому что добавили. Не 2 яйца мало, потому что форма большая у нас. 3 яйца. Положили сахар сюда. Я что-то припозднился с включением камеры. Сахар 50 грамм и сметаны. Сметаны где-то грамм 180. Вот. Добавили. Если будет мало этой заливки, то потом зальем, еще добавим. Это быстро делается. Тут заливка-то яйцо и сметана и сахар. Больше ничего. Вот так. У нас, друзья, во дворе август, и август выдался прекрасным. Прям вот обычно август у нас уже, считайте, после дня Ильи, 2 августа, после обеда у нас считается осень уже так. А этот август удивил своей теплотой. 28 градусов, 27, средняя температура 25 где-то. Дождей нету. Ну, бывают там... Придет тучка и ливнем там пройдется, и все. И тепло, главное. И по ночам тепло, и еще картошка фитофтора еще не заболела, помидоры краснеют, огурцы, ползни огурцы тоже урожай такой дают. Нам хватит урожая. Не такой сильный, обильно сильный, конечно. Ну что, друзья, заливаем этой заливкой яично-сметанной. Ну, чтобы покрыли наши рулетики, эти все. А между тем там у нас греется духовочка на 180 градусов поставлена уже. Вот. Ну и вот. И потом будем ждать сейчас, как готова будет духовка. Отправим в духовку. Так ведь, Маша? Да. Подождем. Согреется пусть духовка. Вот. И будем потом уже отправлять вот такие красавцы в печку. У нас духовка готовая. И на сколько минут я, Маша, запам'ятовала? На 40 минут. На 40 минут, вот Маша говорит. 180 градусов на 40 минут. Наши рулетики отправляются В в духовку. Да, а теперь будем ждать. Чтобы потом покушать эти рулетики с Попить чаем. чаем. С чаем, да.
раз время подошло. Сейчас вытаскиваем. А в доме аромат, друзья. 40 минут прошло, а в доме такой прекрасный аромат. Очень вкусный. Очень. Прям. О, немножко там царапали кусочек. Ой, смотрите, какая красота. Вот это да. Просто вот шикарно. Ну вот немножко тут смородинка там вышла, но все равно красота и ароматно. Сейчас немножко надо остыть чуть-чуть этому произведению. И будет замечательно. Так, Маша? Маша стоит в сторонке, улыбается. Ну, вид-то он какой. Ой, шикарный. Аппетитный, красивый. Испекся. Румяный такой получился. Ну, осталось только пробовать. Я Сейчас тебе заранее 1000 лайков поставлю. сначала остынет, а потом попробуем. Потому что горячим это никак Ну да. не получится пока, да. Немножко остыло, друзья, но не так, наверное, сильно. Сейчас посмотрим, что там у нас. Немножко осел пирог чуть-чуть. Сейчас Маша разрежет, покажет, что там кусочек. Сегодня пробу снова будет снимать Маша. Я буду за кадром уже после. Ой, самый ответственный момент надо снять, что там у нас происходит. Первый кусочек всегда трудно взять. Так. Ой, смородинка. Ну-ка, разрез такой. Ну, что там разрез? Творог, да, этот. Смородина. Вот такой пирог. Сюда еще сейчас добавим сметану. Сметана сюда в самый раз подойдет. Сметана у нас. Сметана магазинская, корову не держим уже. Вот смотрите, какая красота. Как раз вот этого и не хватало нам. Сюда. Вот этот рулетик. Классно. Сейчас Маша улыбается. Наверное, вкусно, да? Наверное, да. Пирожок. Ну, Ну, такой вот слоеный пирог получается. попробуем. А он мягенький такой очень. Ческай. Чески. Немножко кисловатый такой. От смородины идет. Ну и но- творог сладкий, наверное. Но творог, да, сладкий. Но получается, в общем, кисло-сладкий вкус такой. Да, такой мягкий. Чески доценку уже сказала, все. Я уже успел запечатлить этот момент, записать. У меня все ходы записаны, как говорил один из участников фильма «12 стульев». Ческай. Вкусно, А да? что? Мгм. Давай мне вон тот кусочек сразу, я тоже сразу весь кусочек. Тоже Пробую. пускай за кадром, но... Ну-ка. М, Ну и как? Ой, очень вкусно. Со сметаной самый раз. Ой, друзья, очень вкусно. Так что пробуйте, делайте. Можно не только смородину, разные ягоды тоже можно класть. У нас вот по другой была смородина, вот смородину положили. Можно чернику, малину, у кого Не. что есть. Я думаю, тут смородина. Я вот не творог и смородина, вот он, сладкий творог и кислая такая смородина. Это самый раз. Кислинку отдает Да. такая. Кладите черную смородину, друзья. Да. Я серьезно говорю. Мне вот я не представляю даже другой вкус ягод, если. Черника, ну, может быть, подойдет. Но смородина черная как раз в идеале. Как раз в идеале. Вот так. Так что пробуйте, делайте. Маша, советуешь такой рецепт, да? Да. Я тоже советую, потому что это очень вкусно. А главное красиво.
А главное, самое главное забыл, это же быстро. Лаваш же. Лаваш, это очень быстро, и это очень удобно. Не надо возиться там с тестом, еще что-то. Пошел, лаваш купил за копеечки, и все. Творог. Вот творог уже не копейки стоит, конечно, но все равно. Угощайте своих внуков, бабушки, дедушки, а папы, мамы угощайте своих детей. Очень вкусно, очень быстро, и рецепт очень простой. Все. На этом я заканчиваю. Вернее, мы заканчиваем с Машей. Там Барсик ходит около Уже ног. зачкались. Да? Что-то тоже хочет, наверное, сметанки. Вот. Заканчиваем это видео и говорим вам до свидания. Всем пока, до новых вкусных и добрых рассветов. Всем пока. Пока-пока. До новых встреч на нашем канале.